цехе «Теплорук» звук швейной машинки не смолкает с утра до самой ночи. Волонтеры на важной миссии – снарядить бойцов-якутян удобной и функциональной военизированной одеждой. Руководит самоотверженными женщинами Ирина Савина. И даже в день рождения, который, кстати, сегодня, она на своем посту. Работать без выходных Ирина привыкла. Такой бешеный темп она держит 3 года с основания добровольческого цеха. Я пошивом одежды, тем более дизайном, никогда не занималась. Я даже не думала, что я буду заниматься этим. Пришла беда, отворяй ворота. Когда мы начали, вот нас было 3-4 человека, естественно, мы все пришли со своими швейными машинками, такими допотопными своими. Ага. Но потом где-то в течение года у нас, видите, как преобразился наш цех. От любительского уже мы превратились уже вполне профессиональную. Понедельничным днем здесь немноголюдно. Большая часть волонтеров приходит вечером, чтобы после работы оттарабанить вторую смену по зову сердца. Шьют все. И дождевики с брезентовыми сумками, и теплые шапки с флисовыми костюмами, и даже шевроны по индивидуальным заказам. Спорится работа в руках у профессиональной швеи Аполлинарии Филипповой. Женщина живет в Алекминске, но на зиму приезжает в город помочь и детям, и единомышленницам. Но я думаю, это мой долг. Сейчас такая ответственная, мне кажется, пора для нас, для всех жителей Якутии. Поэтому каждый должен, наверное, помогать. Хотя костяк движения уже сформировался, добровольцы рады делиться знаниями. Опытные швеи из Якутска побывали с мастер-классами чуть ли не во всех районах республики. Приятно все-таки самой пошить одежду для своего мужчины. И вот сегодня в цеху свежая кровь. 20 числа улетаю к сыну. Он у меня танкист, командир танка, тоже 2-й год. И я пришла заказать костюм сыну. И мне сказали, что совершенно не хватает рабочих рук. Машинки я вижу в первый раз. Я вообще не швея, никто. Человек далекий от этого. Конечно, немножко волнуюсь. Пришлось кое-что переделать, но все равно. Как признаются сами волонтеры, после окончания СВО все умения даром не пропадут. Одежда прекрасно подходит для активного отдыха или, например, охоты. Да и мастерицы расширяют спектр. Недавно они начали заниматься изготовлением одежды для инвалидов и даже разработали специальную линейку под названием «Улар». Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.